Осиповичи, возьмите реквизит. Я могу показать, как надо мотать. Показать? Вот. Я всех? Больше я пройду. В случае чего я проползу. После всех, хорошо. Итак, внимание, вы готовы? Итак, Осиповича на старт, это номер 3 команда. Внимание, начали! О, группа поддержки! Это сила Осипович приехать, поддержать. Итак, так. И теперь видите, как профессионально, а? Это Осипович. И время. Они тоже зрители подумают. Подождите, отдайте помощникам. А то вдруг зрители подумают, что это невыполнимое было задание. Итак, время. Минута 0,4. Итак, минута 0,4 Осиповичи. Ну, я вызываю. Осиповичи лидирует. Потом кто у нас идет? Потом сарачи. Вот так построились. Значит, мужчины не знают, кто первый. Они уже знают, кто первый. А мужчины не знают. Что ж вы так стали? Итак, женщины выбирают себе любого соперника, кроме своего мужа. Женщина должна как можно больше забросить голов мужчин. Ну, имеется в виду чужого. Мужчина должен как можно больше поймать в этот сачок мечей. И потом это мы все суммируем. Если жена забросила 10 мечей, муж поймал, муж не соперник, а муж поймал 5, итого 15. И смотрим, кто больше забросил, мы складываем это 15 и смотрим, кто больше набрал баллов. И потом выставляется 4, 3, 2, 1. Итак, первое, Осиповичи, выбирайте, с кем будете соревноваться, любого мужа. Столбцовский. Итак, под номером 1 муж Столбцовский, с Столбцовского района, и Осиповичи под номером 3. Они все условия знают. Значит, я буду считать голы. Может мяч попасть и выскочить, я буду считать. Это за гол. Он должен поймать, и даже если у него выскочит мяч, то мы не считаем. Поэтому самое главное побольше забить и побольше поймать. Итак, забивают голы Осиповичи, забивают Столбцам. Итак, время за 30 секунд. Внимание! Начали! Раз, два, три, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Время! 13 мячей. И сколько вы поймали? Мы же должны сейчас были сказать, сколько поймали. Я считал только забитые. 5. Итак, жена сказала, что 5. Вы верите, дамы? 5? Они сказали, верят. Доверяют. Итак,
Осиповича забросили 13. Вы хоть знаете, откуда он? Он это с Осиповича. Вы что? Да еще высоко, у него ж руки в кинет. Так. Итак, Осиповича в воротах, а столбцы бросают. Внимание! Внимание! Начали! Бросают по одному. Раз есть. 2. 3. 4. Есть еще 3 секунды. 5. Время. Собрали реквизит. Итак, столбцы забросили 5. Считаем. Сколько поймал за Осиповича? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, что нужно сделать? Ну, я надеюсь, знаете, во многих городах Европы, как сушат белье, когда узкая дорога. Да, протягивают от окошка до окошка, потом высохло, надо назад забрали. Значит, вам нужно как можно быстрее. Вот вы передаете мужу все белье, которое здесь находится, мужу. Он должен все это снять и положить. Ну уже ладно, не будем складывать, хотя бы положить. Значит, здесь обязательно 2 прищепки и обязательно хотя бы, чтобы было видно что-то за предмет. Не абы как, потому что вдруг жюри потом 0,1 снимут. Жюри. Поэтому все понятно. И это все на время. Вы, как только положили последнюю вещь и прищепки, поднимаете руки, и я останавливаю секундомер. Понятно, да? Все понятно. Итак, внимание. Правильно, Даша. Цепляем очередную вещь только тогда, когда он снимет. Понятно, да? Как только он снял, тогда вы цепляете вторую. Итак, внимание! Внимание! Начали! Снял, дальше. Так, вот Осипович, видите? Наверное, дома тренировались. Так, все профессионально делают. Итак, последняя вещь. Итак, сколько время? 54. 54 секунды, это были Осиповичи. Кто следующий? Сарычин? Сарычин на сцену. Кто сказал Сарычин? Добрые гості, як подарунок льосу. Наступне музичне виступлення з Могилівського регіону. Усім вам жадає чудовного настрою і дорить свою пісню Юлія Ганжа-Жарова. Вітайте, коли ласка. Вся духмяной выслана травой, только из белых птушек у новоколе, там, где милые миловались с тобой.
надежно завязывайте. Вы же видите, каждая жена своему супругу завязывает на честность. Я бы посоветовал клетку пошире. Если можно, пошире, пожалуйста. Это хорошо, хорошо. Нос защищается, как у рыцаря. Вот. Да сделайте все, чтобы были похожи мужья. Но теперь, уважаемые жены, женщины, проверьте во всех мужчин, правильно ли завязаны глаза. Можете перевязать ему, поправить. Даже посмотрел, дышит, не дышит носом, а? Так. Ну что, уважаемые дамы, возьмите микрофончики, дайте им кошики. Возьмите микрофончики, дамы. Так, можете поставить получше. Дамы, возьмите микрофончики. Проверьте, работают ли они. Работают ли микрофоны? Да. Скажите пару слов, чтобы вас слышал супруг. Раз. Женя. Супруг. Саня. Всё. Саша. Все хорошо. Итак, мужчины будут собирать. Как можно больше они собрать вещей. Если корзинка маленькая, они могут в передник. Все будут помогать наши дамы. Они будут азбукой Морзе кричать, что угодно, пусть как угодно руководят своим мужем, чтобы он как можно больше собрал предметов. Поэтому как они договорились, мы не знаем. Какой там знак они будут посылать? Ну, сейчас увидим. Вы готовы, мужчины? Готовы. Итак, внимание. Можете присесть. Начали! Не подходим. Все, если можно, стоп. Мы стоим там, вот там. Дамы. Хорошо. Если можно, вот так, вот сюда, встаньте. Дамы, если можно. Все ли работают микрофоны, проверь? Если... Так, поможем, я в кучу соберу. Еще 10 секунд. Итак, внимание! Внимание! Время! Остановились. Остановились. Ну что, бурные аплодисменты. Кто не работал? Игорь, что, микрофоны не работали? Работали, все работали. Игорь, работали микрофоны или нет? Все работали. Игорь, включи музыку. Микрофоны работали? Конечно. Почему участники говорят, что не работали? Зрители работали микрофоны? Хорошо. Тогда, ну что ж вы так это на звукооператора? Потом скажете, вы мало собрались? Игорь, я потом скажу, кто обвиняет себя, что не работали. Хорошо, друг друга, молодцы. Хорошо. Итак, возьмите свои корзинки. Тихо. Ох, помощники, уберите вот этот реквизит. Помощники, соберите этот реквизит. На полу который. Ох. Ну давайте тазик. Первый тазик. Итак, становимся. Держи в руках. Ну ты что, держи. Итак, столбцы. Считаем, сколько предметов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну считайте, 9. Я не знаю, сколько предметов у нас не было.
Так, итак, сколько? 16? Зрители хорошо считают. Уносите тазик. И, пожалуйста, столбцы. Ой, крест! Крест. Итак, крест. Ну, с какой радостью. Считаем, но волнение сколько? Раз. Никто не видит. 17. Я говорю, столько предметов не было. 9 только набрали. Ну что, уважаемые Осиповичи, лидеры нашей игры. Итак, Осиповичи считаем. А в коше-коше зрителей не видно сколько. Ну, считаем. Итак, 9. Ну ничего. Итак, Осиповичи 9. Сейчас посмотрим вторые лидеры, сарачи. Просвистел все. Итак, считаем. Даже, говорит, сотовый телефон готов отдать. Раз. 3, 4, 5, 6. Ему не хватило. А что тут столбцы крест как налетели? Осиповичам и Сарычам не хватило. Не хватило. Ну что, уважаемые участники, можете присесть? Ведущая уже сказала, сейчас посмотрим, как они слаженно работают вместе, как у них что-то получается. Итак, нужно перенести шарики как можно больше. Переносить только можно, как бы прижав друг к другу шарик и опрокинуть или забросить его в кольцо. При этом не руками, любой частью тела, только не руками. Значит, здесь можно брать руками, а туда уже нельзя. Значит, все поняли? Значит, как можно больше шариков перенести в свои корзинки. Итак, определились, у кого чья корзинка, где, все определили. Итак, вы готовы? Если шар упал, вы можете руками поднять, снова его прижать и нести в корзинку. Если возле корзины упал, то вы уже не берете его. Итак, жюри будет смотреть, чтобы они, главное, руками не забрасывали. Любой частью тела, кроме рук. Итак, внимание! Что-то вы так раз... Внимание! Начали! Вот, зрители, я думаю, надеюсь, пойти. Без рук. Руки можно в стороны, назад. Будем считать. Так. Как слаженно все работают. Какие к нам пары приехали? Так. Все упал, значит упал. Бегите за другим. Как мастерски ногами. Так. Ну, вот так загнали. Главное, не руками. Держите! Помощник, идите сюда. Соберите руки. Положите шар вот сюда. Эти тоже. Сюда, сюда. Куда? Эти сам. Нет. Эти положи. Положи сюда. Кирилл, положи сюда эту корзинку. И эти положи. Вот эти сажали сюда. Итак, внимание, стоп! Вот эти шарики положите в эту корзинку.
эти два не трогайте, вот эти. Вот эти возьмите. Это все ваше. Ой. Дайте я оценю. Бинокль надо брать. Так. Ну как вы считаете, кто победил? Это кто здесь? Здесь кто? Осипович. Здесь? Наш внимательный. А здесь? Столбцам все вернули мы шарики или нет? Лишний? Ну ладно, один лишний. Один лишний, будьте должны, если лишний. Итак, ну что, кого первого зовем? Чего сырычи? Итак, как вы считаете, у кого меньше всех? У Клецка? У Клецка? Наугад нет, я не знаю. Но они хотят первых увидеть Клецк. Итак, достаем и бросаем зрителям. Не надо. Итак, и считаем, бросайте зрителям. А вы туда до заднего ряда. Передавайте за... Сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И один лопнул. Один лопнул. 10. Что? И один выскочил, да? 11. Ну, жюри зрительское говорит 11. Вы верите ему? Верите? 11. Итак, 11 шагов — это Клецк. Кого следующего зовем? Столбцы? Столбцы. Столбцы на исходную. Тоже бросаем зрителям, что до последнего рады дошли шарики. Так бросаем. И... Полина? Нет, вы его посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и у Полины 12. А, посчитали 11. Хотел прибавить один. Кого следующего? Кто следующий? Осиповичи? Как у них больше шариков, чем вот в этой. Осиповичи на исходную. Все зрителям. До последнего рада, что дошли. Вы не жалеете шариков, туда передавайте. Ну что, считаем громко. И по одному бросаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, 10 шаров. Итак, пока сколько зрителей, сколько у Столбцов? 11. Сколько у Клецка? 11. Сколько у Осиповича? 10. Итак, совершенно исходную. И все зрителям. По одному хоть бы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сколько шариков у него? Итак, помощники, унести реквизит. Все сильней, а кого б не ждала, кто приходил вновь,
Наталью и Александра Чиркун. Осиповицкий район, агрогородок Вязье, Нину и Михаила Соболевых. Любанский район, агрогородок Сарачи, Дарью и Евгения Овчинцов. А так само ми запрошуємо на святочну сцену усіх наших справедливих і неподкупних інспекторів. Ну, я думаю, что сегодняшняя гульня была цікавая, насыщенная, эмоциональная, и я хотел бы, как несколько слов сказали наши поважанные члены жюри. Уважаемые зрители, уважаемые участники сегодняшнего шоу, это действительно произвело огромное впечатление. У нас в Осиповицком районе мы еще такого не проводили. Мы берем с вас пример. Спасибо огромное участникам за их тепло, за их радость, за их глаза, за детей, которые они нам сегодня, за светло, которое нам подарили. Мне не хочется уходить сегодня с этого мероприятия. Спасибо вам огромное. Ну а зрители у вас самые лучшие. За сарачан! Спасибо большое всем зрителям. Вы так поддерживали наши семьи, которые здесь сражались. И чувствовалось от вас такое тепло, такая большая поддержка. Большое вам всем спасибо. И спасибо всем участникам. Вы нас порадовали сегодня. Если видишь красивую пару, подари ей красивые комплименты. Сегодня на нашей сцене 4 молодые, позитивные, счастливые, красивые пары. Поэтому от нашей Любанской земли мы дарим вам бурные аплодисменты. Сапраўды, сённяшні конкурс, сённяшняе шоу гэта не галоўнае тыя балы, якія набралі. Яны сёння сапраўды падарылі нам столькі цеплыні, столькі дабрыні, столькі імпэту. І паглядзіце на іх твары. Яны ж усміхаюцца, а разам з імі іхнія дзеці. Яны проста, і мы разам з імі атрымалі такую асалоду і задавальненне. Поэтому хотели сегодня повіншаваць з надыходзячым Новым годам і ўручыць вось гэтыя пераднавагоднія святочныя падарункі. Ну, а калі ўжо так подвесці наши вынікі, дык, канешне, барацьба была вельмі такая яскравая, напружаная, і у нас фактично атрымаліся і залатыя, і срэбныя, і бронзавыя медалі. І так, за удзел і трэцяе месца за удзел у нашым сённяшнім за 4-м региональным семейным конкурсе «Саротский навигатор» узнагародживается Александр и Марина Комаровские. Ну и перед Новым годом добрая финансовая подтримка. За активный удел у 4-м региональном семейном конкурсе «Саротский навигатор» узнагародживается Александр и Наталья Чиркун. А сапраўды фінансовая падтрымка
для всіх однолькова. Ми вже тут, як кажуть, організатори не ділили. Ну і не сталося так, що у нас сьогодні два переможці. Дві сім'ї отримали 15 балів. Значить, Михаил